Ну что, каков вердикт? Ставили без изменений постановления Якутского городского суда. То есть вот в ближайшее время следует ожидать направления Александра в эту вот специализированную организацию с интенсивным наблюдением. Какой город, пока мы не знаем, потому что суд в своем постановлении это не отразил. Сейчас разговаривали с представителем органа опеки и попечительства с Теряновым. Он предположил на основании опыта, что, скорее всего, это будет Санкт-Петербург. А сейчас больше никаких способов процедуры протестовать не осталось уже? Ну, остались, почему осталось сейчас, как только получим определение апелляционное, будем подавать кассационную жалобу в 9-й кассационный суд в Владивостоке. И в какой срок это все должно уложиться? Сложно за них говорить. Когда им нужно быстро, вы же видите, да, они быстро все рассматривают. У нас, в принципе, так вот, если по-хорошему, сейчас должно было только начаться рассмотрение апелляционной жалобы, а видите, уже финал. Так, ну, я предполагаю, что, наверное, декабрь, не раньше, это точно. И все это время будет находиться в СИЗО также, да? Тут сложно сказать, как они решат. Но, по идее, сейчас уже постановление вступило в законную силу, и у них есть уже основания для отправления его вот в этот вот стационар с интенсивным наблюдением. Куда, в какой регион, я повторюсь еще раз, пока не понятно. То есть, получается, есть риск, что оправдывать его будут, то есть опротестовывать будут, когда уже он будет находиться непосредственно в этом учреждении? Ну, я предполагаю, да, конечно. То есть кассация уж точно к тому моменту, когда Кассационный суд приступит к рассмотрению, он уже будет в этом учреждении. Мы сейчас, конечно, будем всячески эту ситуацию мониторить, следить за тем, значит, куда его все-таки направляют, чтобы уже там какие-то меры принимать для того, чтобы там выстраивать с ним какое-то общение. Разумеется, продолжим там, и Кассационный суд, и Верховного суда России пойдем. Здесь очень грубое нарушение, на самом деле, несколько их допущено. Во-первых, что касается правомерности вторжения в его жилой дом сотрудников Росгвардии, с чего все и началось, да, и вот эти обвинения потом посыпались в том, что он применил насилие. Здесь, на наш взгляд, они действовали неправомерно, вне рамок закона. Мы это указывали в апелляционной жалобе. Дальше, ну, допустим, если опустить вот эти все рассуждения о законности, незаконности их пребывания, нахождения в его доме, вторжения в дом, есть, тем не менее, вот такое существенное нарушение, существенная ошибка – это квалификация. Верховный суд в свое время постановил, что не может считаться, значит, применение насилия опасным для жизни и здоровья, если самого вреда жизни и здоровью нет. Это так я утрированно объясняю, как это все там было. У нас в деле имеется заключение судебно-медицинской экспертизы, которое следствие проводило, и мы ее инициировали, где обозначено, что потерпевший, в частности, Жирков, его здоровью вред не причинен. И отсутствует какая-то даже там временная потеря трудоспособности и так далее. То есть еще вот этот вот момент относительно квалификации. То есть, если уж, я говорю, отбросили то, что проникли, да, к нему не в соответствии с законом о полиции и Росгвардии, то хотя бы квалифицировать это нужно было не по второй части, по тяжелой 318 статье, а по первой, более легкой. Ну и еще, там, конечно, очень много других нарушений есть, которые мы указывали. Еще базовый такой момент – это выбор учреждения и режима пребывания там. Специализированная организация с интенсивным наблюдением, вот так вот, опять же, на бытовом уровне объясню, назначают маньякам, убийцам. Вот сейчас разговаривали с Теряновым, с представителем органа опеки и попечительства, если вспомните, он, так сказать, поддержал доводы нашей жалобы.
Он говорит, что там вот, если говорить про Якутию, да, вот, например, в этом питерском учреждении, куда мы предполагаем всего лишь пока что направить Александра, там содержатся вот лица, которые туда направлены из Якутии, расчленители еще, вот такое, насилие над детьми, разного плана, да, и сексуального в том числе. И, убийцы, понятно, то есть также там еще есть такой формальный критерий, помимо вот тяжких преступлений, совершения тяжких преступлений и рецидива, еще и нарушение режима при предыдущих стационированиях, так называется. То есть вот в данном случае вот Александр у нас находился 2 раза уже, был госпитализирован в психиатрический стационар. И формально основанием для его направления в специализированный стационар являлось бы нарушение им режима в ЕРПНД. У нас на руках имеются выписки, в том числе последние, вот сейчас после этой последней госпитализации, где указано на то, что он режим соблюдал, рекомендациям врачей следовал, то есть ничего и близко похожего на то, что вот он был нарушителем, нет. И есть, я говорю, прям неопровержимое этому доказательство, это документы, выданные самим же ЕРПНД. О его поведении там, о том, что он, собственно, все требования врачей выполнял, требования правил внутреннего распорядка тоже выполнял. Вот эти вот такие базовые ошибки, честно говоря, мы надеялись, Ольга Михайловна, что хотя бы, уж как говорится, не до жиру, да, что хотя бы уберут вот этот интенсив, что направят в учреждение общего типа без интенсивного наблюдения. Хотя бы вот это. Да? Понятно, мы не ждали того, что полностью отменят это постановление Якутского городского суда, но хотя бы вот такой более слабый режим. Потому что, ведь очевидно, что он никак туда не попадает, даже по формальным критериям. Я уже молчу про его поведение, да, по жизни, про характеристики, которые ему были даны неоднократно разными свидетелями, в том числе, кстати, свидетелями обвинения, которые, там, например, Олег Лебедь с МВД Якутии характеризовал его положительно. То есть, естественно, нету таких показателей опасности для себя и окружающих, реально их не существует в его поведении. Но вот даже вот на эту, так сказать, подвижку, да, не пошли, даже вот этого не сделали. Собственно говоря, теперь уже вот одна из версий, которая была, почему откладывали, объявляли перерыв с 6 по 23 сентября, по всей видимости, это все-таки, наверное, было связано с выборами, не хотели, наверное, негатива какого-то, еще что-то. Потому что тогда была надежда у меня, честно говоря, что нет решения, где-то там что-то колеблется, да, до конца не могут определиться, но сейчас уже все понятно с этим, то есть почему так это было сделано. А может ли, например, оказать поддержку, например, вмешательство каких-то новоизбранных депутатов Госдумы, например, на ваш взгляд? Да, все может оказывать поддержку. Мы же прекрасно понимаем, да, как действует суд у нас, да? То есть вся картина всего этого дела. Сегодня, кстати говоря, вот 2 года с того момента, как мы с ним познакомились впервые, в 2019 году я прилетел, вся картина, вот то, что происходило за 2 года, мы видим, да, позиции судов. Разумеется, наверное, может оказать поддержку, если эти новоизбранные депутаты сами изъявят это желание и его все-таки поддержать, ему помочь каким-то образом.